Здравствуйте, коллеги. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно и видно ли трансляцию. Можно плюсик написать. Мгм. Мгм. Немного подожду, пока все подключатся, увидят. Слышно и видно. Мгм. Так, ну что, я думаю, что мы можем начинать. Я рада вас всех приветствовать. Я вижу, что много участников подключилось. Меня зовут Шаланкина Наталья Николаевна, я председатель Республиканского методического объединения учителей технологии. Рада вас всех приветствовать на заседании Республиканского методического объединения. И сегодня в программе нашего заседания запланировано два выступления. Первое выступление с темой формирования функциональной грамотности учащихся на занятиях по художественной обработке бересты представит Чеснокова Ирина Николаевна, мастер производственного обучения муниципального автономного образовательного учреждения «Технический лицей» города Сыктывкара. И вторая тема – организация веб-квеста по технологии. Представлю я, Шаланкина Наталья Николаевна. И сразу я хочу передать слово Чесноковой Ирине Николаевне и предлагаю вам послушать ее выступление. Здравствуйте, меня зовут Чеснокова Ирина Николаевна. Я работаю мастером производственного обучения в МАУ «Технический лицей» города Сыктывкара. И сегодня я с удовольствием расскажу вам о такой актуальной и интересующей многих теме, как формирование функциональной грамотности учащихся. Согласно определению известного психолога Алексея Алексеевича Леонтьева, функциональная грамотность предполагает способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. В понятии «функциональная грамотность» можно выделить две основные составляющие. Первое – это знания, и второе – умение эти знания применять. Если говорить о применении знаний на практике, то эти знания прежде всего должны быть. То есть это твердые, прочные знания и мыслительная деятельность учащегося, способного применять эти знания на практике. Для оценки уровня сформированности читательской грамотности учащихся на проверку вынесены следующие читательские действия. Это читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста. То есть умение определять место, где содержится искомая информация, находить и извлекать эту информацию, определять ее отсутствие. Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста, а именно умение понимать сюжет, последовательность событий, определять тему, главную мысль текста, понимать значение неизвестного слова или выражения, устанавливать причинно-следственные отношения, формулировать выводы, понимать чувства и характеры героев, понимать авторскую позицию. Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста, предполагают умение учащимися оценивать содержание текста относительно целей автора, оценивать структуру и стиль текста, целесообразность применения авторов приемов, оценивать полноту и достоверность информации, обнаруживать противоречия, высказывать и обосновывать свою точку зрения.
читательские действия, связанные с использованием информации из текста, а именно использование информации для решения практической задачи, умение формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу, прогнозировать события или процесс на основе информации из текста. Для того, чтобы зафиксировать цель чтения и тематику читаемых текстов, ввели понятие «содержательная область оценки». Это чтение для личных целей, чтение для общественных целей, чтение для практических целей и чтение для получения образования. Формат взаимодействия читателя и текста может быть личный, общественный, практический или образовательный. Все тексты при этом подразделяются на сплошные и несплошные. Сейчас я представлю приемы формирования читательской грамотности учащихся на занятиях по художественной обработке бересты. Упражнение 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. В книге «Берестяное узаречье» автор Александр Викторович Кутрынин так описывает свою работу с этим природным материалом. Мне никогда не хотелось повторять того, что уже до нас многими людьми было делано-переделано. Мне это было неинтересно. Но вращаясь в кругу знатоков и корифеев декоративно-прикладного искусства, я понял одну непреложную истину. Внимание целителей заслуживает лишь то, что традиционно. Я же всегда считал, что традиционным может быть только сам материал, к которому ремесленник или художник прилагает руки. Это холст, масло, глина, ивовая лоза, металл, камень. В моем случае это береста. В силу такого убеждения я всегда работал с чистого листа, не оглядываясь на опыт прошедших поколений. Задание 1. Как вы считаете, в какой технике мастер выполняет свои работы? В традиционной или в нетрадиционной? Задание 2. Выпишите из текста словосочетание, которое может служить ответом на вопрос, в какой технике мастер выполняет свои работы. Задания такого типа формируют способности находить и извлекать из текста информацию, данную в явном или в неявном виде. Характеристика этих заданий. Содержательная область оценки – это чтение для получения образования. Компетентностная область оценки – находить и извлекать информацию. Контекст образовательный, тип текста сплошной. Уровень сложности задания низкий. Для первого задания формат ответа – это задание с выбором одного верного ответа. Для второго задания формат ответа – это задание на выделение фрагмента ответа или косвенное указание на возможное место локализации искомой информации. Объект оценки – умение определять место, где содержится искомая информация. Следующее упражнение. В своей книге Александр Викторович Кутрынин пишет так. Наша авторская техника была безымянной. Но компетентностное жюри расставило все точки над всеми нужными местами. Ремесло крестили берестяной сканью. Так появилось название нашему творчеству
аналогов которому на тот момент не находилось. Вопрос. Как вы считаете, почему направление творчества Александра Викторовича назвали берестяной сканью, а не просто художественной обработкой бересты? Запишите свой ответ. Характеристика задания. Содержательная область оценки – чтение для получения образования. Компетентностная область оценки – интегрировать и интерпретировать информацию. Контекст образовательный, тип текста не сплошной. Текст и рисунок. Уровень сложности задания средний. Формат ответа – задание с развернутым ответом в виде текста или текст и рисунок. Объект оценки – умение устанавливать причинно-следственные связи. Следующие задания – это задания, направленные на формирование математической грамотности учащихся. Для оценки уровня сформированности математической грамотности учащихся на проверку выносят следующие мыслительные действия. Это рассуждать, формулировать, применять и интерпретировать. Математическое содержание заданий распределяют по 4 категориям, которые охватывают основные типы проблем, возникающие при взаимодействиях с повседневными явлениями. А именно, пространство и форма – это задания, относящиеся к курсу геометрии. Изменения и зависимости – это задания, связанные с алгебраическим материалом. Неопределенность и данные – это задания, которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности. И количество – это задания, связанные с курсом арифметики. Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки. Выделяют 4 категории контекстов: общественная жизнь, личная жизнь, образование или профессиональная деятельность и научная деятельность. Объектом оценки являются предметные знания учащихся по математике. Представляю задание для формирования математической грамотности учащихся, используемые мной на курсе художественной обработки бересты. Представлен несплошной текст, то есть текст с рисунками, следующего содержания. Для изготовления погремушки необходимо нарезать заготовки из бересты вдоль чечевиц, исключив при этом все дефекты. Для формирования валиков необходимо последовательно опустить каждую заготовку в стакан с горячей водой. Температура воды от 90 до 95 градусов по Цельсию на 30 секунд. Достать, стряхнуть лишнюю воду и сформировать 2 валика навстречу друг другу. Каждый валик необходимо зафиксировать прищепкой и оставить в таком состоянии заготовку до полного высыхания, примерно на 10 минут. Смотрите рисунок. Из заготовок необходимо собрать объемный элемент, который в последующем будет надет на деревянную ручку. Вопрос. Какое количество заготовок необходимо нарезать для изготовления погремушки? В данном случае ситуация, а именно изготовление игрушки-погремушки шуршар, сформулирована на языке математики. Хочу также отметить, что такое задание одновременно формирует умение читать несплошные тексты, а именно умение извлекать информацию из рисунков.
Если рассматривать данное упражнение как задание, направленное на формирование математической грамотности, тогда характеристика задания следующая. Содержательная область оценки – пространство и форма. Компетентностная область оценки – рассуждать. Контекст образовательный, тип текста не сплошной. Уровень сложности задания низкий. Формат ответа – краткий ответ в форме числа. Объект оценки – умение составлять геометрические фигуры из заданных элементов. Следующее упражнение в этой же теме – изготовление игрушки погремушки Шуршар. Основным элементом погремушки является кубик из бересты. Изучите рисунок, на котором указаны продольные и поперечные размеры заготовок. Ширина А и длина Б. Задание. Выведите формулу зависимости длины заготовки от ее ширины. Учащемуся необходимо увидеть, что длина заготовки должна быть минимум в 2 раза больше ширины, и это является необходимым условием для формирования валиков. Характеристика задания. Содержательная область оценки – изменения и зависимости. Компетентностная область оценки – явление роста, изменения линейного и нелинейного характера. Контекст – образовательный, тип текста – не сплошной. Уровень сложности задания – средний. Формат ответа – краткий ответ в виде формулы. Объект оценки – понимание характера роста линейной зависимости. Спасибо за внимание. Коллеги, давайте мы продолжим наше совещание, И дальше я предлагаю вам представлю свое выступление по теме организации веб-квеста по технологии. Квест по технологии назывался «Коми-традиции. Прошлое и настоящее». Так, напишите, пожалуйста, всем ли видно презентацию. Ставьте, пожалуйста, плюсы. Угу. Спасибо. Итак, в настоящее время стремительно развиваются самые различные технологии: ИКТ, био, нанотехнологии, геноинженерия, наномедицина и другие. И в образовании также проникли современные технологии, такие как ИКТ, которые приобрели большую актуальность как в виде электронных образовательных ресурсов, так и дидактического материала, а также в качестве средств для организации образовательного процесса. Большой акцент в предмете технологий ставится именно на изучение современных технологий, современных способов обработки материалов, изучение автоматизированных систем и другого. Вы можете это видеть в меняющихся программах нашего предмета. Такие технологии действительно являются наиболее востребованными в современном мире, изучение их необходимо. На мой взгляд, не стоит также забывать и о традиционных ремеслах и видах декоративно-прикладного искусства в рамках предмета технология для гармоничного и всестороннего развития личности ребенка, для формирования уважительного отношения к традициям и культуре своего народа. Темы, связанные с изучением традиционной культуры и ремесел в рамках программы предмета технологий, значительно меньше. Изучение таких тем можно реализовать во внеурочной деятельности. Кроме того, в 2021 году Республика Коми отмечала свой 100-летний юбилей.
Поэтому в рамках деятельности городского методического объединения города Сыктывкара многими моими коллегами был разработан и проведен веб-квест по технологии коми-традиции «Прошлое и настоящее», который проходил с 28 апреля по 28 мая 2021 года. Целью веб-квеста являлось развитие интереса учащихся, активизация их творческой деятельности в рамках предмета технология, углубление знаний о коми-традициях и культуре, развитие навыков в дизайне. Задачами квеста являлись формирование учащихся умений представления конкурсных работ в рамках предмета технология, вовлечение учащихся в творческую деятельность и стимулирование творческой активности учителей технологии. На данном слайде вы можете видеть главную страницу квеста. Дальше я вам расскажу немного о организационных моментах. Условия участия в веб-квесте были следующие. В веб-квесте могли принять участие учащиеся 5-8 классов от каждой образовательной организации муниципального образования городского округа Сыктывкар под руководством учителя технологий не более 5 человек. Для создания сайта веб-квеста мы выбрали сервис Google Сайты. Тема квеста сквозная была традиции Коми народа, столетия Республики Коми. И учителя для того, чтобы принять участие, должны были пройти электронную регистрацию. Сроки проведения и структура веб-квеста. Веб-квест проходил в 4 этапа. Первый этап был викторина коми-традиции. Второй этап – дизайн в этническом коми-стиле шопер. Третий этап – конкурс графических работ Республики Коми 100 лет. И четвертый этап – подведение итогов. На данном слайде вы можете видеть тоже главную страницу веб-квеста, на котором размещены названия этапов и их сроки с гиперссылками на странице этих этапов. Дальше. Ну и итоги веб-квеста мы подводили следующим образом. По итогам квеста определялись победители, награждались электронными дипломами 1, 2, 3 степени. Это 30% участников от общего количества. Участники, набравшие не менее 9-10 баллов, награждались сертификатами участия, и учителя технологии, которые готовили победителей квеста, награждались электронными благодарностями. Я вам предлагаю подробнее ознакомиться с этапами квеста и расскажу об их содержании. Первый этап назывался викторина. Вы можете видеть на слайде страничку этого этапа. На первом этапе участникам нужно было пройти викторину на знание коми-традиций. Викторина была создана в сервисе Learning Apps. Участникам было предложено 10 вопросов, ответив на которые они получали ключевое слово, отправляли его через Google форму, и таким образом мы могли выявить, кто справился с заданием. Второй этап назывался «Дизайн в этническом коми-стиле шопер». На втором этапе участникам нужно было нарисовать дизайн шопера в этническом коми-стиле. Участники изучали информацию, что такое дизайн, что такое этностиль, изучали традиционные цвета, традиционные для коми-народа цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества, а потом предлагали свой дизайн шопера. Я немножко не сказала, что это такое, да, для тех, кто не знает. Это на данный момент популярное изделие, очень простое в изготовлении, сумка такая. И участники предлагали свой дизайн шопера в этническом коми-стиле. Для удобства мы предложили участникам скачать Word-файл с шаблоном этого изделия и распечатать. Но можно было нарисовать самостоятельно, вручную, после чего участники выполняли дизайн, отправляли фото или сканированную копию работы на электронную почту организаторов. Третий этап назывался «Конкурс графических работ Республики Коми 100 лет». На третьем этапе участники пробовали себя в роли графического дизайнера, создавали дизайн для главного экрана телефона в сервисе Canva.
Canva — это графический редактор. Для создания графического дизайна в нем можно создавать презентации, плакаты, буклеты, видео и другие материалы. Вот вы можете на слайде видеть, это страничка сервиса в режиме редактирования. Также для поддержки учителей и участников были разработаны методические рекомендации по работе в сервисе Canva и инструкция по созданию дизайна составки телефона. Они тоже были размещены на страничке этого этапа. Следующий этап, четвертый, это подведение итогов. После работы жюри в течение недели были подведены итоги, выделены победители, призеры. Также мы отметили некоторых участников специальными дипломами на основании критериев, которые были разработаны для каждого этапа. Ну и далее я вам предлагаю, также в этапе подведения итогов мы предлагали участникам и учителям поделиться своим мнением о проведении, об организации квеста, чтобы учесть все замечания для будущей работы. И я вам предлагаю познакомиться с результатами веб-квеста, с работами участников, победителей. Вот, например, первый этап я вам не буду показывать, потому что там была викторина, и нужно было просто собрать ключевое слово. Второй этап, вот представлены работы. Дизайн в этническом коме в стиле шопер. Первое место Вострецова Агния, школа номер 18, города Сыктывкара. Работа «Северное сияние», выполненная карандашом гуашью. Второе место Алексюк Варвара, тоже школа номер 28, города Сыктывкара. Работа «Варежка». Третье место Етимова Диана, город Сыктывкар, школа номер 21, сумка шопер «Оберег. Тепло семейного очага». Третий этап. Я напомню, что это был конкурс графических работ по теме Республики Коми 100 лет. Первое место заняла Вострецова Агния, школа номер 18, города Сыктывкара. Также она сделала этот дизайн анимированным. К сожалению, у нас он не отображается. Второе место Алексюк Варвара. И третье место Етимова Диана. Также можете увидеть на слайде отзывы учителей. Было задано несколько вопросов по организации и проведению квеста. Но учителя отмечают, что они узнали вообще о таком сервисе, проработали в какой-то степени свои ИКТ-компетенции и отметили, что это было для них интересно и ново. На данном этапе я хочу закончить свое выступление. Если у вас есть вопросы, вы можете их записать в нашем чате. Можете высказать свои пожелания, замечания. Да, вижу, спасибо. Вижу. Большое всем спасибо, коллеги. Я хочу вам напомнить, что у нас есть сайт «Открытое образование», там есть площадка Республиканского методического объединения учителей технологии. Вот все материалы по нашему вебинару я выложу туда и видео, и презентацию. Вы можете перейти по ссылке на сайт веб-квеста, вы можете посмотреть видео по функциональной грамотности. Также хочу
напомнить, что материалы на выступление республиканское методическое объединение можно отправлять на мою почту. Я сейчас продублирую в чат. Можете писать лично мне, это мой адрес. Ну и дальше мы будем уже планировать выступление. Как говорю, приобрести. Значит, смотрите, да, так как это конкурс среди учеников, всегда стараемся выбирать те сервисы, которые бесплатны. Вот. И как раз метод рекомендации для учителей, вот вы зайдете потом по ссылочке на сайт, вы увидите, что работу можно делать в режиме онлайн, ее можно делать совместно с разными пользователями и скачивать вот эти материалы абсолютно бесплатно. Если необходимо, ну, если, допустим, ребенку нет, он несовершеннолетний, да, он не может еще регистрироваться в сети, заводить свою электронную почту, тогда зарегистрироваться в этом сервисе можно взрослому, и тогда под вашим аккаунтом сохраняются все ваши работы, все дизайны, которые вы можете редактировать там и вообще создавать себе такую базу. Все это бесплатно. Это сервис, просто его можно ввести в поиске и найти. Мыши или шоперы, спасибо. Да, шоперы, мне кажется, такое изделие, которое очень просто в изготовлении, ну и плюс и мотивацию у детей есть его изготавливать. Также хочу коллегам-мужчинам, которые технологии, тоже принять активное участие в работе РМО, прислать свои заявки, материалы. Мы обязательно рады будем вас представить на республиканском уровне. Ну и на этом я хочу, наверное, закончить свое выступление. Всех благодарю, всем спасибо и желаю вам хорошего дня. До свидания.